Познакомлю вас с Николаем Гавриловичем Сироткиным. Николай Гаврилович Сироткин – заслуженный деятель искусств СССР, член Союза художников России. Он родился в 1930 году в деревне Парная Красноярского края. Долгое время жил в Якутии, потом уехал. Работал в Якутском музее. Всего у Николая Гавриловича было 3 персональных выставки. В живописных работах Николая Гавриловича Сироткина полных воздуха, простора, света, первозданная прелесть и сила природы, нежность и суровая красота сибирской земли. В картине «Лед идет» художник показывает последние отголоски прошедшей зимы. Вода на ней спокойна и неподвижна, на ее поверхности плывут льдины. В ее отражении можно увидеть окружающие деревья и облачное небо. На горизонте видны горы, деревья. В переднем плане видна затопленная дорога, на кустарниках расцвели молодые листочки. Картина наполнена светом и передает подлинное ощущение весны, ее свежее дыхание. Эта картина находится в Хангаласском музее имени Петровой Варвары Андреевны. В живописных полотнах, выполненных непосредственно с натуры, воссоздают неповторимое своеобразие, присущее Северному краю. Перед вами еще 2 работы Николая Сироткина: «Устье реки Белянка» и «Апрель». Эти работы художника находятся в фондах нашего музея. «Устье реки Белянка». Николай Гаврилович ходил и рисовал с натуры. Он часто обращается к водной тематике в своем творчестве. Не стала исключением и эта работа, которая представляет зрителю устье реки Белянка. Художник преподносит реку таким образом, что она заставляет остановиться и присмотреться. Вода кристально чистая, из-за чего в ней видно каменистое дно. Река на ней раскинулась на основную часть картины. Вдоволь налюбовавшись рекой, можно и не сразу устремить свой взор на горизонт, где изображен лес. «Апрель». Картина о северной весне, где апрель начинает свое наступление таяния снега. В это время солнце высоко поднимается, снег день ото дня тает, обнажая голую землю, на которой вот-вот взойдут первые тонкие стебельки травинок. В теневых местах, под стволами деревьев, низинах, куда с трудом проникают лучи весеннего солнца, еще остается много снега. В то же время на соснах снежный покров уже растаял, и вместе них зеленеют новая хвоя. Ни одна другая пора года не может похвастать такими изменениями, которые происходят весной. Сначала она просыпается от зимнего сна и поначалу выглядит немного сонной, неуверенной.